Мы сейчас с вами едем в Херсон. Наш незламный Херсон. А едем мы для того, чтобы помочь нашим близким, родным, украинцам пережить эту зиму. Гуманитарная ситуация в Херсоне, она очень напряженная. После освобождения из-под оккупации большое количество людей переехало из Херсона в наши свободные города. И работы нет, возвращаются. Там тоже не сильно так с работой хорошо. И гуманитарная ситуация там сложно. Людям не на что покупать себе элементарные продукты питания, одежду. О других вещах даже и речь. Везем продуктовые наборы. Также везем гигиену. И кроме этого мы уже туда отправили сухпайки для військовых, для наших захисников и одеяло, потому что многих после прорыва дамбы дома все равно в никаком состоянии, с отоплением вопросы. Мы узнаем, какие у них нужны потребности, чем мы можем помочь, что именно в тот момент, на данный момент им нужно, востребовано, чтобы их привести, что они не одни, что мы им помогаем. А для них любая помощь на вес золота. То, что для нас там, грубо говоря, та же бутылка воды, это ни о чем, то для них в те дни, особенно после прорыва, это было очень, очень нужно. Чистая вода, чтобы пить чистую воду. Давай, Гензик. Вы знаете, гигиены. Теплые вещи нам, спасибо, тот раз давали, в марте привезли с Турции, нам передали. Хорошие вещи нам передали. Вот гигиены нам, как вам сказать, больше не хватает. Гречку редко, дают. Сахар дают. Масло хотелось бы подсолнечное. Слава Богу, газ есть. Света нет уже сутки. Света у нас нет. А так можно жить. Помогают, нет. Вы знаете, мы получаем 2 раза в неделю хлеб бесплатно, это с декабря. Это очень большая помощь, очень большая. И гуманитарку дают хорошо. Бывает так, в месяц 2 раза дают, а бывает раз. Она хватает. Возможності купити нету. Немає. Тому що, от я, наприклад, пенсія не оформили, стажа не вистачає. Економимо, газ экономим, включаем на единичку. Так. Аллах шкур. Главное выгнать их за пределы Керченского моста. Больше. А помощь, конечно, САУ «Снар» постоянно помогает. И МИСКА рада, и наши волонтеры. Гуманитарная помощь оказывается нам. Мы получаем, как говорится, все необходимое. И химические засобы, и продуктовые наборы. Это мы получаем. Самое страшное – это бомбежки. Я думаю, что никакая гуманитарная помощь в сравнении с жизнью, оно того не стоит. Вечером ложимся, а утром проснемся или не проснемся. Вот это самое страшное.
Ну, на все воля Всевышнего. То есть этот путь, он был, я думаю, прописан уже. И мы по нему идем. И я благодарен ему, альхамдулилля, что я помогаю, мы помогаем, все мы помогаем друг другу. Ну, что может быть еще лучше, когда ты просто от души помогаешь, не ожидая чего-то взамен. Это, наверное, самая высшая такая благодать. Помоги так правой рукой, щоб твоя ліва рука не знала об этом. Отака ініціатива була. Ми долучили до цього наших етнографів з Криму. Всіх відомо. Всіх. Сьогодні триває 579-та доба відважної боротьби Сил оборони України та громадян проти Росії, яка здійснює. Отже, ця ініціатива виникла після розмови наших благодійних організацій з Меджлісом кримськотатарського народу, і ми запропонували зробити таку об'єднану платформу, яка б об'єднувала усіх наші як громадські організації, як державні установи, так і бізнесменів, і простих волонтерів і людей, які роблять будь-яку допомогу. Було багато чого зроблено. По-перше, ми допомагали евакуватися жінкам та дітям, які жили в прифронтових та вже знов-таки окупованих територіях. Також ми займалися дуже багато, у нас були проєкти, такі як 100 авто для перемоги, де ми надавали джипи, швидкі, інші авто для пікапи, як для наших військових, так і для медичних служб, так і для місцевих органів власті, зокрема в Херсоні. Ще один з наших проєктів – це мобільна кухня. Отже, наші турецькі друзі передали нам сам фургон, в якому можна виготовляти їжу від 1000 до 5000 чоловік на добу. І отже, зараз ми оперуємо цим фургоном, і він постійно їздить по всім прифронтовим містам та містечкам і оказує допомогу. Міняти, там не дує кондиціонер, міняти, не підкачка шин на такому-то колесі не працює, міняти. В 2014 році іменно кримські татари перші, хто допомагали нашим військовим у Криму, які були, знаходилися, скажімо так, в осаді, да? І у них не було ні їжі, нічого, ні надії. І отже, ми постійно їм допомагали, збирали їжу, давали надію, допомагали усім, чим могли. Тобто для нас, ми знаємо, як це важко робити, але в нас є вже досвід цього, починаючи з 2014 року. І отже, ми готові і далі це робити.